Наградить грамотой Министерство по чрезвычайной ситуации Республики Абхазия Кварандия Тараса Отаровича. Спасибо. Поздравляю. Спасибо за то, что вы сделали. Руслан Джинджуля около года работает на заправочной станции подорожник компании «Апсне-Ойл». В свой обычный рабочий день, находясь на территории заправки, он услышал грохот. Не задумываясь, подбежал к месту происшествия. Оказалось, произошла страшная авария. Он и его коллега Тарас Кваранзе, не ожидая приезда спасателей, начали эвакуацию пострадавших. Благодаря своевременно оказанной помощи удалось спасти пассажиров. Руслан отметил, что в тот день он получил высшую награду – искренние слова благодарности матери пострадавшего. Ну, слава богу, успели, вытащили. Но, честно говоря, неудобно за такие вещи какие-то награды получать. Лучшая награда были те слова, которые я услышал от матери в больнице, где она благодарила, как будто что-то свыше произошло, что какой-то ангел спустился, ее сына сохранил. Аналогичная авария, у меня брат погиб. И я не знаю, я каждую аварию вижу, то, что будто бы я принимаю участие в той аварии. Для меня это как, не знаю, страшное очень дело. Первую медицинскую помощь пострадавшим оказала заместитель управляющего АЗС Кристина Бичахчиева. Я очень рада, что помощь наших мальчиков оказалась увиденной, что об этом узнали. Ситуация, к сожалению, очень нехорошая была, но они первыми оперативно сработали. Первые оказали помощь, вытащили мальчиков, потушили машину. В общем, наши герои, я очень рада, что их наградили. Вот они. Огромное им спасибо. Оператор-заправщик АЗС Роман Давыдов работает здесь с февраля месяца. 26 июля он сумел локализировать возгорание автомобиля на топливораздаточной колонке. По его словам, проблема возникла из-за замыкания проводки в машине. С такой ситуацией он раньше не сталкивался. За проявленные в тот день профессионализм, самоотверженность и высокую социальную ответственность Роман Давыдов также награжден почетной грамотой. Подъехала «Газель». Ну, у нас иной раз водители сами вставляют пистолет. Он сам вставил пистолет и пошел оплачивать. Ну, пока он оплачивал, я подошел к машине. Произошел топливный налив. Потом я обратил внимание, что пошел мелкий дым. Посмотрел в салон. В салоне помидоры. Помидоры гореть не могут. Посмотрел под капот. Ну, образно, вижу, уже дымится с-под капотом. Подбежал водитель, следом за ним сотрудник. Он открыл капот, я схватил огнетушитель. В этот момент, когда он открыл капот, уже горел. Ну, горела проводка. Огнетушитель вырвал пломбу и потушил очаг воспламенения. Генеральный директор «Апсне-Ойл» Олег Лакоба отметил, что компания очень серьезно относится к вопросам безопасности. Поэтому здесь проводят тренинги, обучают сотрудников, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Благодаря этому работники заправочной станции не растерялись, и последствия ЧП были ликвидированы в считанные минуты. Сегодня очень приятный день, приятный в том плане, что отмечены сотрудники нашей компании, которые проявили себя в чрезвычайной ситуации. МЧС республики решила наградить их почетными грамотами, и я считаю, что абсолютно заслуженно. Я хотел бы обратить внимание на то, что это простые ребята, которых мы видим каждый день, которые продают бензин, которые стоят за кассой. Но в ситуации, когда потребовалось мужество и профессионализм, они проявили себя, и поэтому сегодня награждены. И мы очень рады, что они работают в нашей компании. Подготовкой сотрудников компании к оперативным и грамотным действиям в чрезвычайных ситуациях занимается главный специалист в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Эдуард Чепнян. По его мнению, такого рода тренинги необходимо проводить для всех сотрудников автозаправочных комплексов. Ежеквартально у нас проходят тренинги согласно нашим графикам. У нас есть график по локализации аварийных ситуаций, а также график по проведению инструктажей в области охраны труда и пожарной безопасности. Тарас Кваранзе, Руслан Джинджуля, Кристина Бичахчиева, Роман Давыдов, Артур Урумян награждены почетными грамотами МЧС за проявленный профессионализм, высокую социальную ответственность в чрезвычайных ситуациях. Они также получили подарки от родной компании «Апсне-Ойл». Шазина Ханагуа, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.